Этот объект культуры на проспекте Мира совершенно неприметен на фоне торговых магазинов. Однако именно он просвещает, образовывает и воспитывает. Государственная республиканская библиотека для молодежи была создана в 1978 году. Как ни странно, но совершенно не пострадала во время Отечественной войны 92-93 годов. Был даже сохранен Абхазский фонд. После войны это было одно из самых спокойных, уютных мест города. Одна из примечательностей этой библиотеки – сохранившийся витраж художника Руслана Габлия «Алые паруса» из рассказа Александра Грина. Мы снимали этот коллектив 25 лет тому назад, сразу после войны. За прошедшие годы технологический прогресс рванул вперед, появились другие носители информации, и, казалось бы, книга уже не актуальна, как прежде. Однако немалое количество посетителей нас приятно удивило. Вопреки сложившемуся мнению, что молодежь сегодня не читает, у нас в библиотеке происходит бум чтения. Мы недавно решили объявить такую акцию в библиотеке под названием «Читаем классику». Суть акции в том, что, получая современную, модную, так если можно выразиться, среди молодежи литературу, мы вдобавок даем одну из книг классической литературы. Потом при возврате книг в беседе с читателями мы узнаем, какая книга больше затронула струны его души, и частенько побеждает классика. Таким образом, мы возвращаем в библиотеку традиционный термин библиотечный, как руководство чтением. То, что невозможно проследить в интернете. Более того, оказывается, многие записываются в очередь, чтобы получить ту или иную книгу. Читатели передают друг другу, что современная художественная литература, которую они ищут, как правило, в сети, есть в библиотеке и выдается совершенно бесплатно. И это имеет успех. Однако в результате скудности бюджета библиотека не может в полной мере обеспечить запросы читателей. Как оказалось, сюда входят все возрастные группы населения. Наш, в принципе, возраст с 14 до 30 лет, но мы обслуживаем всех, кто не заглянет к нам за газетой, за журналом, за советским периодом. Наш основной контингент читателей – это старшеклассники средних школ и учащиеся колледжей, техникумов и вузов Республики Абхазия. Помимо них мы обслуживаем их преподавателей, а также всех тех людей, которые работают в организациях, работающих с юношеством, с молодежью. Мы тесно сотрудничаем со средними школами, в частности, Абхазский лицей-интернат, без учащихся которого здесь ни одно мероприятие у нас не проходит. Со средней школой номер 2 имени Пушкина, средняя школа номер 4 Дмитрия Гуля. Наши завсегдатаи, можно сказать, актеры Абхазского молодежного театра. Основная задача библиотеки – это создание условий для всех юных граждан Республики Абхазия на свободный и бесплатный доступ к информации, имеющейся в нашей библиотеке. Так как наши читатели – это в основном студенты и старшеклассники, основной упор делался после войны и долгое послевоенное время, исходя из того бюджета, который республика могла нам выделить, мы приобретали литературу учебную для вузов. Особенно в последние годы вся издающаяся литература за пределами Республики Абхазия, да, и в Абхазии, которая издается, да, она очень дорогая. В наш бюджет ежегодно закладывается какая-то определенная сумма, но она не вмещает все то количество литературы по запросам читателей, которые мы хотим приобретать. Коллектив библиотеки очень дружный, насчитывает 11 человек и состоит в основном из женщин. А не так давно здесь появилось 6 компьютеров. Нас часто упрекают молодежь в том, что она основное средство черпает из интернета и телевидения. Но это отчасти правда. Но, как выяснилось, что на читающую молодежь интернет оказывает положительное влияние, потому что благодаря рецензии, новым книгам, поступлениям читающим,
они у нас приходят, новый читатель появляется. Благодаря экранизации фильма, вот как «Мастер Маргарита», вот сейчас Софичка была, Искандера, у нас приходил читатель именно за оригиналом. Да. А в рейтинге популярности у нас, очень хочу сказать, что, конечно, классику у нас читают дети, старая молодежь читает. А в рейтинге популярности, которые вообще книги у нас всегда популярны, это у нас Макалоу «Поющий в терновнике», «Унесенный ветром», «Гордость предубеждения». Сейчас Кафку спрашивают, да, потом Гарсия Маркеса читают, да, Гарсия Маркеса, Ремарка. Это книги, которые популярны всегда. Куприн, «Гранатовый браслет», много-много классических. Конечно, есть книги, которые, вы знаете, как бестселлер года. Вот у нас в прошлом году «Шантарам» Робертса была бестселлер года. Целый год ее читали, в этом году уже никто. Пополняем книги с учетом их запросов. Но мы-то ведь должны посмотреть, что они читают, ознакомиться с содержанием книги, полезна эта книга, что для них она принесет. Значит, руковожу отделом электронного обеспечения. Наш отдел, значит, занимается вводом всего нашего фонда в электронный каталог. В настоящее время наш фонд база данных составляет 36 775 библиографических записей. Могу сказать, что в настоящее время наш электронный каталог уже готов для того, чтобы выложить его на наш библиотечный сайт. В дальнейшем мы планируем внедрять обслуживание читателей в автоматизированном режиме. То, что мы делаем в бумажном варианте, будет отображаться в автоматизированном режиме. Хорошо представлен сохраненный еще со времен войны Абхазский фонд. Бегуа, Гулия, Шинкуба, Папаскир, Гогуа, Чанба, Амаршан и другие. أجارتها داري بزين أفسوج يحط شخو يبخ مخاش يبخوت بزين يبخوت ناس كريا كورس تورس وسم تكون رمو يحرق أبسوت تعارة يزقنا فالكلور يزقوم عالم سكابز كورزقو أبسوت تعارة نسيوت خن بي رشقوم تكيجي وبرتاري بزين يبخوت يجريوت نو أتخرى راحتو داشو كرزا إرزال حبشا ديجي وجوخ كوسي حمو يوخ حكازين بشرا يشتروا دوجي يجوخ بشوك سخطر نيام وبري بجا ما يجبزحن جا أسرقة كتك حرقلي دخل برياك وحكر أسرقة كتك بزيجي أحصويت وبري يزقنا شوك يفتر تسوي يشتروا دا بشراش دخيت تسكو زاشلو ديان جل يرى دخن زي دخاش وتدي يحاش غدو دو سخر وقر دو زايق وبحا فلاديمير بساري شكو برت جتسن خذ شغلي تسكو زي بشريزكو أبرت زيكي ناس درجير تخوب وجي حي شكول كرقنوم يرنسود كرقنوم جنرال أي بشريزكو جنرال كرتخو وبرت خهم ياخذ زاك وبرت نايوة هتسكوا حصود يحرحون حق زوت يحرز خراوي يرزح بشاوي библиотека схучах здарып зизбон сон бзизбон шваб херави абри шву напхю янаврту ирадача фикамо гамакамо нас харах литератураги евепшма швуич жцко рцара урт ириоз нас иззку апартко зиги релкара дарас разжлам ханс хучахас апхе заусура саналага дарис шо давин санчул замтакуга аллона ханас أي حبتشير بزورنا در ردقلا ريسرتز يبزورنا يخا سوس يزدروا ناس درير بزورو يحاي حسيس حويت يحاي جتسرا كويو أحرا حوس ززقو ناس جتسرا كوا حشباح شوت يحصوت يتحتاويت. Нужно ли говорить о том, что люди, проводящие время в библиотеке, познают мудрость предыдущих поколений? Ведь книги учат думать, анализировать. Читая, человек становится значительно умнее и интеллигентнее.
Без знаний, как бы ни пафосно это звучало, человечество просто обречено на гибель. Что думают об этом читатели этой библиотеки? Просто захотелось почитать книжки. Пришла в эту библиотеку и очень была, честно говоря, удивлена, что здесь есть такие хорошие книги, и довольно-таки недешевые, и очень познавательные, интересные на самом деле. Как Шантарам, как Вербер, как Вишневский, как еще много интересных, сейчас не могу припомнить, но очень интересные книги. Наша молодежь просто не любит читать книжки, и на самом деле читать надо, потому что развивается грамотность. Чем больше читаешь, автоматом ты просто чип уже писать начинаешь грамотно. Зарплаты у нас очень небольшие. В Абхазии, как вы знаете, да, за 800, за 900 рублей книжку купить и за 2 дня прочесть, прийти еще раз за 800, за 900 рублей книжку купить, сами понимаете, как получится. Не все могут себе это позволить. А людям хочется читать. Вот они могут прийти, просто взять любую книжку. Ассортимент здесь большой, разный, как и интеллектуально, как и искусство здесь есть все. То есть море, разнообразие огромное. Просто хотеть читать, а читать надо. Я сюда часто, да, прихожу, и здесь мне нравится именно то, что более новая литература здесь бывает, потому что я вижу, что можно заказать какого-либо автора интересующего, и его впоследствии присылают новые, все новейшие книги, по которым сняты современные картины, сериалы, все их здесь можно найти. Вот популярная литература конца 20-х веков, таких как Джек Керуак, вот такие писатели есть, битники, такое поколение. Уильям Берроуз почему-то не хотят присылать, она немножко содержит нецензурную брань. Ну, ничего, так что здесь на самом деле можно найти на любой вкус любую книгу, практически серьезную, художественную литературу и также для учебы. Вот кому нужно будет, я вот для своей дипломной лично здесь именно только смог найти книгу, во все другие ходил, не смог подходящую найти литературу, а здесь вот именно нашлась необходимая мне книга. А что-нибудь из классики вы берете? Классики какой, русской или современной? Зарубежной и русской. Да, здесь есть такие, знаете, редкие достаточно писатели. Джеймс Джойс, Улисс написал роман большой, сложный. Вот здесь его можно будет найти. Из классики Достоевский практически все содержится. Эрнест Хемингуэй, полностью почти все собрание сочинений. Ремарк, вот писатели потерянного поколения также здесь в наличии есть. А так, я лично, вот не было такого, чтобы я спрашивал книгу вот именно из классики, и здесь сказали, что ее нет в наличии. Скажите, сейчас вот очень Паланик популярен. Вы читали Паланика? Читал, да. «Бойцовский клуб» читал я. По нему был снят хороший фильм, культовый, ставший культовым фильмом. И да, я читал эту книгу, еще «Дневники» у него есть такая книга, да. Но он, знаете, такой немножко неординарный писатель, может, кому-то он не понравится, у него стиль письма очень необычный, знаете, там очень много таких, ну, можно сказать, необычных слов, которые, значения которых иной раз приходится искать в интернете. Так что для словарного запаса можно его почитать, я думаю. Иснат, ты вот в интернете сидишь наверняка. Сижу, да. Но ведь там можно все это найти. Да. Зачем надо приходить вот сюда? Потому что, во-первых, в интернете вы находите версию в электронном варианте, как вы понимаете. Сейчас распечатать возможности мало у кого есть эту книгу, и читать на экране это тяжело, во-первых, для глаз, и, во-вторых, не так уж интересно. Книга, она казалось, что с появлением интернета умрет вот это все, читательская библиотека. Но, как вы видите, сюда приходят студенты, и это заблуждение, что можно любую книгу найти в интернете. Там вот именно профессиональная, юридическая, вот лично для меня литература, вся она там платная, ознакомительный вариант только в интернете, а полностью можно ее прочитать, только купив книгу. Поэтому хотя бы для этого можно сюда приходить. Ну, естественно, вот эта культура читательства, связанная с перелистыванием страниц книги. Некоторые любят нюхать книгу, типографский запах краски. Вот это все, естественно, привлекает читателей сюда именно. Так что я думаю, вот именно такой формат чтения еще долго будет приличествовать в нашей стране и вообще в мире в целом. Помимо работы с читателями, здесь проводится много мероприятий. Это выставки, недели литературы, музыкальные вечера, встречи с деятелями литературы, науки, культуры, истории Абхазии.
Несколько лет назад мы начинали такой проект, как «Диалог национальных литератур Республики Абхазия и народов Северного Кавказа». В рамках этого проекта мы уже неоднократно обменивались делегациями с библиотекарями Центральной библиотеки города Хасавюрта, носящей имя Расула Гамзатова. К его 90-летию мы здесь провели литературный вечер «Летят над миром журавли поэта». Это была сетевая акция в том числе. Мы попали в число победителей, нас туда пригласили. Потом они сюда приезжали. В этом участие принять приехала представитель той библиотеки. Из проблем, которые необходимо решить, здесь называют несколько. Немного увеличить бюджет для закупа необходимой литературы и ремонт, который не проводился здесь все послевоенные 25 лет. И действительно, интерьер советского периода совсем не вяжется с современными запросами нашей молодежи. Коллектив надеется все же, что найдется среди обеспеченных людей меценат, понимающий всю важность этого культурного объекта.